прежде чем начать, я хотел бы понимать вообще, кто из присутствующих в зале читает иногда Азия Плюс? Как часто? Очень приятно видеть, спасибо. Хотя молодежь, вообще мы думали всегда и думаем, что молодежь не очень нас читает на сайте. Тогда следующий вопрос. Недавно у нас произошли так называемые технические проблемы на сайте, и сайт перестал быть доступен по своему основному домену. Да? Вы в курсе? Как вы узнали о новом домене? Через социальные сети узнали? Или через газету, или через радио? А какие социальные сети? Окей. Это еще одно подтверждение важности социальных сетей. Потому что в одно прекрасное утро, когда мы пришли на работу, оказалось, что наш домен news.tg не работает. По нему невозможно зайти, но тем не менее, там уже к середине дня на сайте было 8-9 тысяч читателей, и мы сами не могли понять вообще, как народ так быстро сообразил, как так быстро узнал про наш новый домен. Ну и потом это число начало расти. В общем, это еще одно подтверждение, насколько социальные сети сегодня важны. Сегодня много интересных, и вчера много интересных спикеров здесь выступало, и они профессионалы, и они хорошо разбираются в сути своего вопроса. Я буду говорить о том, как мы шли в социальные сети, но я не считаю себя профессионалом, я дилетант. Мы просто вынуждены были учиться идти туда. И вот я просто хочу рассказать историю, как это все происходило. Мы начали наши реформы в 2017 году. На тот момент у нас на сайте было 35-40 тысяч человек в сутки, и социальные сети мы развивали, но только Facebook, он был всегда на втором плане, и пару тысяч у нас было, там, или 1000-1500 в Одноклассниках и ВКонтакте. На YouTube было 10 тысяч человек, и Инстаграма у нас вообще не было, потому что мы его считали совсем несерьезной сетью. И телеграм-канала у нас тоже не было. Но потом, да, у нас всего этого не было, хотя на разных конференциях мы читали и видели, что вот уже тренд этот начался, и люди уже начали более охотно потреблять новости в социальных сетях и все реже заходили на сайт. И поэтому мы понимали, что как бы нам тоже это нужно делать, но не было особой мотивации открывать и развивать. Но потом мотивация появилась. Наш сайт начали активно блокировать. Мы сначала растерялись и не знали, что делать, но потом поняли. И вначале обижались немножко, честно говоря, на тех людей, которые блокировали. Но сегодня мы им говорим спасибо, потому что если бы не они, еще неизвестно, как долго нам потребовалось на то, чтобы начать развиваться в социальных сетях. В 2017 году начался вот этот вот процесс. Мы активизировали нашу работу в Фейсбуке. На тот момент у нас было 25 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Мы открыли наш Инстаграм, открыли Телеграм-канал и попытались стать мультиплатформенными СМИ. То есть мы пришли к выводу, что окей, если нас периодически блокируют на сайте, в интернете, то если мы будем развиваться в социальных сетях, то заблокировать нас будет гораздо сложнее, потому что невозможно заблокировать все социальные сети. И мы начали развивать
находить нашу аудиторию в каждой из этих сетей. И мы, вот этот процесс идет уже 1,5 года, и за это время мы сделали для себя определенные выводы, извлекли определенные уроки, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Ну, во-первых, первый вывод, к которому мы пришли: журналист сегодня не просто писатель, но он также и не только фотограф, и не только оператор. Да? Сегодня он еще должен быть и дистрибьютором своего контента, и должен быть коммуникатором. То есть раньше, если я вспоминаю свою молодость или совсем недавнее прошлое, как журналисты делали? Мы заканчивали, писали статью, заканчивали, сдавали редактору и шли пить пиво, потому что наша задача на этом была решена. Сегодня этого совершенно недостаточно, потому что после того, как ты написал статью, и редактор ее отредактировал, и она готова к публикации, дальше продолжается твоя работа. То есть журналист должен после размещения ее на сайте или на основной страничке, на основной страничке в какой-то социальной сети, дальше сам журналист, автор должен ее шерить. Потому что каждый журналист, у него есть своя аудитория, у него есть свои друзья, и человек должен шерить, во-первых, и, во-вторых, начинается реакция. Начинается реакция, он должен лайкать что-то, он должен отвечать на вопросы, которые возникают у его читателя, аудитории. И тогда, когда происходит вот это вовлечение аудитории, вот тогда миссия журналиста, задача журналиста по подготовке этого материала, вот тогда она уже считается полностью выполнена. Второй вывод, который мы сделали, это что в современном мире слишком много новостей, и в этом информационном шуме человек просто перестает воспринимать какие-то просто новости. Для того, чтобы на тебя обращали внимание, для того, чтобы твой материал читали, это должны быть уже зачастую не просто новости, это должны быть истории. Истории цепляют людей, истории заставляют лайкать ваши материалы и заставляют делиться. Вот when we care, we share, да, говорят. То есть, когда нас интересует, нас цепляет какая-то тема, мы делимся этим. И поэтому очень важны при написании материалов какие-то задевать какие-то чувства аудитории своего читателя. Третий вывод. Мы начали развиваться в соцсетях и практически сразу поняли, что социальные сети это капризные девушки, у каждой свой характер, у каждого своя аудитория и у каждой какие-то свои темы и форматы. И то, что подходит к одной социальной сети, совершенно не подходит для другой. И по форматам, в частности, например, самое простое, то, что вы все знаете, да, например, там видео, которое вы сделали для YouTube, горизонтальное, оно очень плохо смотрится в Фейсбуке или в Инстаграме. И это чисто формат. То есть туда вы должны делать или квадратное, а теперь уже и вертикальное видео. И если оно уже даже по формату оно другое, то это автоматически поднимает его просматриваемость на 25-30%. Только изменение формата. Не говоря уже о темах тоже. Темы — это еще отдельная тема. С какой темой, в какую сеть ты идешь. У нас был опыт в Инстаграме, как я сказал. Мы вначале его игнорировали, но потом увидели, что это самая динамично растущая социальная сеть во всем мире, в том числе в Таджикистане, и сказали: окей, давай будем развивать наш Инстаграм тоже. Мы открыли свою страничку и посмотрели вообще, кто самый популярный в Инстаграме. Увидели, что там очень популярны разные прелести девичьи, губки накачанные,
другие части тела, еда и так далее. И мы сказали, ну давай мы будем тоже вот поддерживать. Если Инстаграму это нравится, аудитория в Инстаграме, давай мы тоже будем делать что-то подобное. И мы начали писать какие-то материалы о симпатичных девушках, об их прелестях, о том, как они проводят время и так далее, и так далее. И вдруг на нас неожиданно обрушился шквал критики. Наша аудитория не приняла это. Сказала, зачем мы на вас подписывались, мы ждем от вас новостей, а вы занимаетесь какой-то фигней. Мы сделали для себя вывод, сказали окей, и мы начали больше давать новостей в Инстаграме, поняли, что Инстаграм это тоже, она тоже воспринимает серьезный контент, просто его нужно подавать по-другому, да? Например, если вы написали прекрасную статью для сайта или там Яндекс.Дзена или какой-то другой платформы, то в Инстаграме просто эта большая статья смотреться и читаться не будет. Там нужны картинки и краткий текст, и, соответственно, это нужно принимать во внимание. Как я сказал, мы открыли тогда же, вот в середине 2017 года мы открыли наш телеграм-канал, и на сегодняшний день там 8 тысяч подписчиков. По масштабам Таджикистана это считается неплохой показатель, мы этим гордимся. И мы одновременно понимаем, насколько аудитория в нашем телеграм-канале, насколько она такая активная, лояльная, и насколько она нам оказывает доверие, подписавшись на наши новости. Потому что в телефон, на который приходит новости в телеграм-канале, да, это на тот же телефон приходят смс-ки от вашей мамы или от вашей жены или от вашего мужа. То есть это очень доверительная такая интимная платформа. Если на вас подписываются, то значит вам доверяют, и вот этим доверием нужно дорожить, потому что если вы перестаете пользоваться доверием ваших читателей, подписчиков, то они просто от вас отписываются. Если вы что-то не соблюдаете, где-то какую-то тему, формат, или даете не то, что от вас ожидают, в принципе, у нас это тоже было. Мы тоже наблюдаем, мониторим, и мы видим, как после какой-то публикации, видим, что вот 3-4 человека отписалось, видим, как какой-то материал более интересный, мы видим, как 10-15 человек новых подписчиков появилось и так далее. Поэтому вот вывод, который мы сделали, аудитория в телеграм-канале, она, во-первых, очень активна, во-вторых, она очень чутко реагирует на контент, который мы распространяем. И по опросам у нас всегда на сайте был... Мы всегда вешали опрос, в котором там задавали какой-то вопрос и несколько вариантов ответов. Вот на сайте в этих опросах участвуют, скажем, вот последний, то, что мы разместили 2-3 дня назад, мы разместили это на сайте, через день проверили, там 100 человек приняли участие в этом опросе. Мы разместили этот же опрос в Телеграме, и там буквально за 2 часа 600 человек приняли участие. И для нас это было очень удивительно, и мы тоже приняли во внимание, что, может быть, имеет смысл такие опросы больше проводить в Телеграме, нежели с сайта, может быть, вообще убрать и заменить, поставить туда какую-то более интересную штуку. Ну и еще один момент, про который я хочу сказать, это то, что контент надо переупаковывать. То есть я уже об этом частично сказал. Для каждой соцсети есть свои требования, свои форматы, ну и, соответственно, даже прекрасно написанную статью нужно переделать в виде картинки, в виде
инфографики и так далее, чтобы поставить куда-то. Соответственно, и работа журналиста меняется в определенной степени. То есть человек, журналист, один раз пошел, взял какой-то, нашел хороший материал, написал его, и теперь ему не нужно снова идти и снова там находить какую-то фактуру. Ему нужно уже работать дальше с этой фактурой. То есть в одном случае вот этот текст, который он поставил на сайт, в другом случае делать какую-то выжимку и ставить ее в Инстаграм или Фейсбук и так далее, и так далее. У каждой из социальных сетей есть своя аудитория, есть свои пристрастия и есть темы, которые нравятся. Поэтому очень важно попадать в эту аудиторию с темами. Обычно в нашем случае вот мы пришли к выводу, что, во-первых, что обычно лайкают, что обычно шерят и что нравится нашей аудитории в социальных сетях. Это важно зацепить, затронуть какую-то эмоцию. Это может быть любая эмоция, может быть любопытство, может быть восхищение, может быть страх, может быть... то есть все, что может вызвать такое... Вот здесь примеры, просто два примера, которые выстрелили у нас в социальных сетях. Первый пример — это совершенно смешной, который мы месяц назад, по-моему, мы пытались пожарить яичницу на солнце. Да? Была жара, в Душанбе стояла, и мы решили проделать эксперимент, снять, как мы жарим яичницу на солнце. У нас не получилось пожарить яичницу, и мы хотели уже выбросить в корзину вообще этот видео, отснятый материал, потому что, чем удивлять, если яичницу пожарить не получилось. Но потом один умный товарищ, наш товарищ Сева Пуля, который скоро в Душанбе приедет, который очень крутой парень вообще в медиа, в социальных сетях, он сказал: зачем вам выбрасывать? Поставьте это видео, даже если у вас не получится. И мы поставили это видео и начали с удивлением смотреть, как аудитория набирает, этот ролик набирает 100 тысяч, 150, 200, 300, как он набрал 1 миллион, и сейчас у него 1 100 000. То есть для нас это было удивительно, и мы пытались понять, и мы поняли, что движет людьми — любопытство. То есть всем хотелось посмотреть, у Азии Плюс получилось пожарить яичницу или не получилось. И второй пример — это ролик о том, как один пенсионер, который собирался поехать в хадж, передумал поехать в хадж и на эти деньги построил своему соседу дом на эти деньги. И тоже вроде бы, такая очень душевная история. Видимо, люди восхищались поступком этого старика. И вот эта история набрала тоже 350 тысяч. То есть, опять же, эмоции сыграли здесь, сыграли свою роль. Еще хочу сказать, что вот мы делаем разные ролики, и разные ролики забрасываем на разные социальные сети. И что-то выстреливает в Фейсбуке, например, но не выстреливает в Ютубе, и наоборот. И дело не только в форматах. Я лично не очень понимаю пока, почему так, что выстреливает. Во-первых, понятно, что аудитория разная. Там в Ютубе, например, нас смотрят в основном наши земляки, которые находятся в России. И у них, наверное, другие интересы. Но одно и то же видео мы
на YouTube у нас иногда бывает там по 200, по 300 тысяч, а в Фейсбуке, где у нас вроде бы 50 тысяч подписчиков, там это видео просматривает всего 3-4 тысячи. И это тоже урок, который мы извлекаем и пытаемся анализировать и понимать, почему это выстреливает, а то не выстреливает. Ну, в общем, последний вот этот год мы пытались развивать наши социальные сети. Сегодня у нас выросла аудитория Facebook, стало более 50 тысяч. Инстаграм у нас вырос 26 тысяч, там Телеграм. Яндекс.Дзен мы открыли после того, как сайт наш начал блокироваться, и нам нужна была платформа альтернативная. Ну и в YouTube у нас подросло число подписчиков. У нас пока еще почти остаются, у нас не доходят руки до Одноклассников, ВКонтакте, Твиттера и Вайбера. Эти сети тоже нужно развивать. Нам нужны люди, нам нужны СММщики. Если среди вас есть такие, кто хочет присоединиться к нашей команде, добро пожаловать, приходите. Но вот то, что мы на сегодня нашли, как бы нам удалось собрать, это 150 тысяч, наша совокупная аудитория в социальных сетях. Мы понимаем, что она может быть больше, и мы будем намерены ее развивать дальше. Но новая задача, которая теперь стоит, да, у нас есть 100 тысяч, 150 тысяч, как монетизировать, как зарабатывать деньги на этой аудитории. Мы учимся это делать. Вот есть несколько уже таких интересных проектов, которые мы сделали. Это проект «Салом соседи», про который уже сегодня здесь говорили. Душевные истории, которые о простых людях в Узбекистане и в Таджикистане. 2-3 минуты простая видеоистория. И мы запустили этот проект на деньги доноров, но вдруг неожиданно к нам пришли из сотовой компании T-Cell и сказали: ребята, мы делаем роуминг в Узбекистан, и нам интересен вот этот проект, потому что его будут смотреть люди, которые отсюда едут в Узбекистан. Это как раз наша целевая аудитория. Давайте мы выступим партнерами. Мы сказали: окей. На протяжении полугода они были нашими партнерами в этом проекте. Мы заработали какие-то дополнительные деньги, а они получили еще премию на Центральноазиатском фестивале, премию рекламы, как какой-то креативный, сейчас не помню как, но да, заканчиваю. В общем, у нас есть проект «Салом соседи», у нас был проект «Джаза», который мы, возможно, будем еще продолжать, делаем «Джаза 2». У нас был проект «Я женщина, я могу» про женские истории. Опять же истории и опять же целевая аудитория, которая интересна какому-то конкретному бизнесу. В данном случае это была компания Обезулол, которая пыталась продвигать свои пюре и свои натуральные соки в детскую и в женскую аудиторию. И это была как раз их аудитория. Другой вид монетизации, который мы активно пытаемся тоже учиться, это синтез офлайн-ивентов и их продвижение в интернете. То есть мы предлагаем клиенту какую-то акцию, скажем, вот Модарони, Душанбе, акция на 8 марта, когда мы бесплатно возили матерей женщин Душанбе, предлагали им, дарили цветы, какие-то подарки и так далее. И потом эти видео мы выкладываем в интернет, и они набирают большие просмотры. То же самое была акция «Не забудь поздравить маму», душевная акция, дарили цветы. Партнером был Орион Банк, им очень понравилось. А контент, который мы сделали, потом активно смотрели в социальных сетях. То есть охват был достаточно широкий. И «Здравствуй, лето», недавний наш летний фестиваль детский.
который тоже, кто хочет посмотреть, может посмотреть на нашем Фейсбуке. Ну и продолжение следует. На этом я заканчиваю. Если есть вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Шахбоз. У меня к вам два вопроса. Немножко не связаны с сегодняшней темой, но первый вопрос заключается в том, что вот я почти ежедневно читаю ваш веб-сайт, получаю какую-то информацию, и замечаю то, что сама информация, которую вы выдаете, зачастую получается слишком долго доходит, через 2-3 дня, когда уже весь Таджикистан знает об этой информации, о том, что случилось, произошло, а потом вы выставляете. Как вы с этим боретесь? И второй вопрос, я часто замечаю, что вот ваши журналисты, редакторы позволяют себе грамматические ошибки в текстах. Как это происходит, и почему, и как вы с этим собираетесь бороться? Спасибо. Спасибо, Шахбоз. Ты наступил на 2 больные мозоли на моей ноге. Первый вопрос касается оперативности наших новостей, и это у нас бывают эти проблемы. В последнее время это чисто наша редакционная проблема. У нас журналисты начали больше внимания уделять вот то, о чем я говорил, написанию каких-то историй, подготовке каких-то материалов не новостного характера. И в результате у нас остался всего 1-1,5 человека, которые действительно отслеживают новости. В результате мы опаздываем с новостями, мы знаем про эту проблему, и мы сейчас намерены ее решать. То есть просто думаем о том, чтобы закрепить отдельных людей, которые будут заниматься только новостями. И я надеюсь, что эта проблема решится в ближайшее время. Ну и второе это проблема наша общая. То есть в Таджикистане, во-первых, сокращается количество людей, которые знают хорошо русский язык, которые на нем хорошо говорят и тем более хорошо пишут. И это реальная проблема найти грамотного редактора. У нас наши редакторы, они достаточно грамотные, но когда-то кто-то торопится, когда-то возникают какие-то проблемы с сайтом, с программным обеспечением. В результате, ошибки проходят, нам стыдно, и мы думаем над этим. Спасибо. Амед, скажите, пожалуйста, вы правильно сказали, что для каждой платформы свой контент, и вы не только переупаковываете, но и сам контент видео изменяете. И, естественно, для телеграм-канала у вас более легковесный он получается, не такой глубоко, может быть, аналитичный, вообще глубокий, как в газете или на сайте. Как вот соблюсти эту грань, чтобы, с одной стороны, все-таки материалы были легкие для восприятия, с другой стороны, чтобы не скатиться в какую-то такую желтизну и уж совсем какую-то такую попсу. Спасибо большое. Миш, спасибо за вопрос. Но вообще в Телеграме у нас практически идентичный контент тому, что на сайте. Может, ты имел в виду Инстаграм, да? Ну, вообще, из того, что вот мы знаем, есть продукт для нашей целевой и лояльной аудитории, которые постоянно с нами уже 10 лет или 20 лет, которые нас любят и которые любят контент, который мы делаем. И для них как бы делаются отдельные материалы, серьезные, там какие-то, те ценности, которые мы защищаем, представляем и так далее. Вот это делается для них.
Помимо этого, есть еще другой контент для новых читателей, чтобы завлечь, да, кого-то, привлечь к нам еще новых. Для них делаются какие-то легкие материалы, несерьезные, может быть, какие-то немножко желтые, может быть, какие-то тесты или просто красивые картинки и так далее. То есть они первый раз это увидят в Фейсбуке, они кликнут, посмотрят, узнают о нашем существовании, и потом, может быть, будут нашими постоянными читателями. Поэтому здесь, я думаю, что не нужно игнорировать ни серьезную часть, ни такую легкую часть. Нужно делать и то, и другое, просто аудитории разные будут. Вопрос еще один. Вот три коммуникации, которые ICA+, это социальная, газета и радио. Есть какая-нибудь статистика, в каком аудитории находится, статистика аудитории? Вот газета, кто читает, и социальные сети, и радио. Проводите ли вы вот такие статистики у вас? Такая статистика есть. Что касается интернета и социальных сетей, там все очень четко. Там есть инструменты, которые позволяют это замерять, да? Google Analytics, Яндекс.Метрикс и так далее, которые показывают, сколько у тебя женщин, сколько мужчин, какого возраста, чем они занимаются, какие у них пристрастия, и там все очень четко и понятно. Больше проблем с радио и с газетой. По радио есть компании, социологические агентства, которые проводят такие опросы и тоже нам показывают, что говорят, вот ваша аудитория вас слушает вот в такое время суток, вот такая аудитория мужская, вот такая женская, им нравится вот это и не нравится этот. Мы не всегда соглашаемся с выводами, которые нам показывают. Иногда мы спорим, но в любом случае есть пища для размышлений, для анализа. И вот что касается газеты и радио, мы пользуемся вот этими социологическими исследованиями. И вы правильно сказали, да, Азия Плюс вроде бы это одно целое, но на каждой из этих платформ своя специфическая аудитория. И мы считаем, что это наш плюс, потому что как информационный носитель мы можем работать на разные аудитории, и мы можем быть интересны разным нашим партнерам, разным компаниям коммерческим, которым нужны разные аудитории. Кому-то нужны там более молодая, кому-то более старшая, кому-то женская, кому-то мужская и так далее. Извините, почему вы больше всего создаете социальные проекты, а не политические, экономические? Первый вопрос. А второй вопрос, почему вы не используете карикатуру для освещения своих новостей? Насчет карикатур я начну. Мы пытались сделать это год или два назад. К нам обратился один художник, предложил сотрудничество, и мы начали. Один-два раза мы опубликовали, и потом поняли, что нам не очень нравится то, что он делает, и мы просто отказались от сотрудничества. Вы правы. Хорошая иллюстрация, в частности, карикатура, она может привлечь дополнительных подписчиков, читателей. Нам просто нужно решиться на то, чтобы тратить на это деньги. Всегда легче взять что-нибудь бесплатную, какую-то картинку или фотографию, которую есть. Что касается проектов, да, мы и экономические пытаемся тоже делать. В политические не лезем, политика — это сейчас лучше туда не лезть, а социальные, экономические мы будем этим заниматься. Социальные просто они более такие душевные, и на них, наверное, с ними легче набрать какие-то охваты. Но экономически мы сейчас думаем над несколькими экономическими проектами.
В принципе, уже есть у нас расписанные, готовые несколько экономических проектов. Мы просто ищем партнера. Как только найдем, запустим. Это тоже будет серия видеороликов. Добрый день. У меня вопрос касательно видеоконтента. Когда Азия Плюс использует какой-то сторонний видеоматериал в своих публикациях, ссылается ли оно на правообладателя и учитываются ли авторские права? Да, мы всегда отмечаем автора видео или фото. По крайней мере, такое требование есть перед журналистами и перед редакторами. То есть у вас имеется какой-то редактор, который отслеживает это отдельно? Ну, выпускающий редактор каждый раз подписывает авторство фото или видео. Окей, спасибо. Угу. Здравствуйте. Вы вот сейчас сказали, как люди начали переходить там на соцсети, да, а не на сайт. А когда наступит та эра, когда мы новости будем читать в соцсетях, не переходя на сайт, не кликая куда-то? Я понимаю, что для СМИ это важно, там на сайте больше денег, больше рекламы, больше контента. Но как вы думаете, когда мы сможем перейти на тот момент, когда все новости будут читаться в наших соцсетях, мессенджерах и так далее, без перехода на сайт? Ну, в принципе, вы уже можете это делать. В Telegram-канале появилась Instant View на телефоне, да, на телефоне. В десктопной версии еще нет этого Instant View, но в принципе, я думаю, что это время уже наступило. Просто и мы иногда заливаем полностью текст, скажем, какого-то материала в Facebook полностью, чтобы людям не нужно было переходить. Просто вопрос в том, что это иногда не очень красиво смотрится, слишком длинная колбаса, и поэтому мы перестали так делать. Но в принципе, я думаю, что это время уже пришло, и мы понимаем, что людям не хочется никуда переходить. Особенно, когда сайт заблокирован, да. Заключительный вопрос, пожалуйста. Можно? Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос личный. Можно узнать ваше личное мнение насчет, насколько вы лояльны к своим аудиториям? Потому что, насколько я вижу, в последнее время вы только сделаете коммерческий проект. И помимо того, что Азия Плюс — это медиахолдинг, который в основном занимается коммерческими проектами. И то, что про монетизацию вы говорили, ну, это отлично, что вы там зарабатываете помимо этого. Поэтому насколько вы лояльны к своим там аудиториям и какие у вас стратегии в будущем? Потому что вот есть лично мне, как бы, если в будущем будете продолжать, так я отказываться прочитать ваши там новостей или там либо что-то дальше. Все. Ну, вообще, мы считаем, что у нас любовь с нашей аудиторией, это любовь взаимная. Мы видим, что нас любят, и мы любим в ответ. И, естественно, мы пытаемся учитывать интересы, в первую очередь интересы нашей аудитории. Если мы не будем попадать в интересы, как я сказал, вы, еще кто-то будет от нас отписываться, и мы потеряем аудиторию, значит, мы завтра уйдем с рынка. Поэтому мы обречены на то, чтобы любить аудиторию, и на то, чтобы быть лояльным ее интересам. И если мы набираем какие-то просмотры, то это благодаря тому, что нашей аудитории нравится. Возможно, мы учитываем не все интересы. В частности, я могу сказать, что вот у нас мы всегда больше внимания уделяли русскоязычному контенту. И таджикоязычный контент у нас был представлен слабо.
Сейчас это был наш недостаток, это была наша проблема. Сейчас мы взяли дополнительных людей, таджикоязычных журналистов, которые будут, во-первых, вести таджикскую версию сайта, развивать, больше контента давать на таджикском языке и больше делать, развивать социальные сети тоже на таджикском языке. То есть мы таким образом рассчитываем на то, что расширим нашу аудиторию, потому что, как я сказал, русскоязычная аудитория сужается, таджикоязычная аудитория растет. И людям, скажем, в том же Инстаграме, таджикский язык является более популярным в общении. Там очень своеобразный язык, да, чаще всего такой сленг, неграмотный, там, с ошибками, но это таджикский язык. И нам это нужно учитывать, и мы будем увеличивать объем контента на таджикском языке. Это один из примеров того, что мы учитываем, что мы стараемся быть лояльными нашей аудитории и учитывать ее интересы и запросы.